Михаил Шамлар. Доброго вечера. Это Прайм на телеканале АТР. Мы продолжаем достаточно сложную и болезненную тему для крымских татар. Она была озвучена, или тема была, проблема поднята на 7-ю годовщину крымского сопротивления оккупации, российской оккупации. Тогда Арсен Жумадилов в эфире Суспильного сказал о необходимости перезапуска или возрождения органов национального самоуправления в условиях 8-го года уже оккупации. И после этого уже в эфире телеканала АТР на прошлой неделе Арсен предложил Жумадилов проводить все-таки, несмотря ни на что, выборы Курултая нового созыва. После этого воскресенья, буквально в текущее воскресенье, последнее воскресенье, было заседание в Меджлисе крымско-татарского народа здесь, в Киеве. Но проходила она по правилам Chatham House. В нем принимали участие большое количество и членов Меджлиса, и активистов различных крымско-татарских общественных организаций с вопросом, что делать дальше и кто виноват. Мы с Эскендером Бариевым, сегодняшним гостем и членом Меджлиса крымско-татарского народа, не были участниками этого заседания и таким образом не связаны правилами Chatham House. Да, можем говорить и этим определился выбор того, что вы сегодня принимаете участие в программе. Вы не можете, во всяком случае, мне говорить о том, что вы не готовы отвечать на этот вопрос. И первое, есть ли проблема оторванности Меджлиса в Киеве и деградации органов местного самоуправления? Ну, в первую очередь, селям алейкум. Добрый вечер всем. Но, опять же, смотря в каком контексте мы говорим. Оторванность или взаимодействие с людьми, соответственно, представительного органа. Что мы подразумеваем перед запуском? Вот, как раз таки, я думаю, да. Я поэтому думаю, тогда мы все это разложим по полочкам. Есть решение судебных органов Российской Федерации, как бы мы к ним относились, псевдорешения. Это судебное решение на территории Российской Федерации, по которому Меджлис признан экстремистской организацией. Любое участие в структурах Меджлиса – это фактически приравнивание себя к террористам, фактически, да, в Крыму. Экстремистам знак равенства они делают террористам и попадание под эти сроки, которые мы видим по делам Хизбут Тахрир. Но, во всяком случае, по делам Меджлиса до сегодняшнего дня не было, хотя решение, по-моему, 16-го года еще, 16 или 17 решение 16-го года, 17-го мы получили промежуточное решение Международного суда ООН, как раз таки, где четко было сказано о том, что Российская Федерация должна отменить то решение, потому что оно противоречит международному праву. И для того, чтобы было понятно широкому зрителю, в том числе украинскому зрителю, который, возможно, смотрит этот эфир, орган национального самоуправления – это не только центральный Меджлис из 33 его членов и Курултай из 250 избранных делегатов. Это в том числе 21 региональный Меджлис и сотни городских, районных, квартальных и прочих Меджлисов по всей территории Крыма. Фактически это, насколько я понимаю, это около 2,5 тысяч людей, которые были избраны в Меджлисы разных уровней. Это псевдо такая государственная структура внутри крымско-татарского народа, где каждый теперь является такой целью, мишенью для применения этого репрессивного российского законодательства. И мы понимаем, что эти Меджлисы в замороженном состоянии сейчас находятся, и никакой деятельности особо нет. Вот это говорит о том, что система в ситуации такого анабиоза находится. Ну, смотрите, вы правильно сказали, с одной стороны псевдогосударственность, с другой стороны можно называть и квазигосударственность, а вообще это будет правильно, это система самоорганизации, самоуправления крымско-татарского народа, как коренного народа, и эта система, она строилась на протяжении, не одного года. И, конечно же, это было связано в первую очередь с проведением второго Курултая в 1991 году. Напомню, именно второго, потому что, когда мы говорим о системе самоорганизации, мы должны говорить о преемственности. И поэтому почти через 100 лет крымские татары смогли созвать, первый Курултай в 1917 году был, да, и только в 1991 году смогли созвать второй Курултай. Хотя при всем том, если мы опять же говорим о самоорганизации национального движения, то в советские времена, в коммунистические времена была попытка самоорганизоваться, в том числе и крымско-татарскому национальному движению в виде инициативных групп. А координация между ними была, это всесоюзное совещание. Если вспомните 1965 год, когда был принят наказ народа, и по тем временам, если мы проанализируем, это достаточно жесткое заявление было. И потому что там были четко поставлены задачи, это возвращение на родину, восстановление Крымской ССР,
и так далее и тому подобное. И в том числе там был четкий пункт сказан, что недра и полезные ископаемые не могут быть использованы без согласования с крымско-татарским народом. То, что в принципе в какой-то степени потом отразилось и в декларации о национальном суверенитете уже в 1991 году. Поэтому, когда мы говорим о чем-либо, мы не должны вырывать из контекста. Потому что если мы хотим строить, скажем, будущее своего народа и обеспечивать коллективные права, мы должны исходить из преемственности тех институтов представительных, которые формировались на том или ином промежутке времени нашей истории. И поэтому, кстати, я вам в том числе и скажу, если помните, была резонансная моя статья в 2015 году, когда я очень сильно переживал, когда некие представители крымско-татарского народа, ну, их представителями я особо не назову, подарили Алтын-Бишик Путину. Помните, да, такую ситуацию? Ремзи Ильясов и муфтий Крыма. На тот момент он был, он и сейчас, в принципе, остается. Так, дело в том, что я, на самом деле, тогда не мог спать. Знаете почему? Потому что Алтын-Бишик — это те сакральные вещи, которые важны для любого народа. И, кстати, почему есть комплексы у того же Путина и у Российской Федерации? Потому что нет у них таких сакральных вещей, которые есть у крымских татар. А Алтын-Бишик — это как раз то, что было заложено, то, что было спрятано, и то, что легенда гласит о том, что народ, когда найдет свой Алтын-Бишик, он восстановит и возродится. И поэтому отдавать врагу Алтын-Бишик — это большая... Вы ушли в мифы да. и легенды крымских татар. Теперь никто не оспаривает того, что второй Курултай 91 года считает себя преемником первого Курултая времен Нумана Челебиджихана, Джефера Сейдемета и всей крымско-татарской политической элиты, расстрелянной в 20-30-е годы в Крыму, и на какое-то время, включая там 30-е годы, депортацию крымских татар. А дальше, постдепортационное время, в 50-х годах, вы сказали, это были инициативные группы, это были горизонтальные структуры. Да, это были горизонтальные структуры, которые взаимодействовали между собой. Нация попробовала создать все-таки и горизонталь, и вертикальные структуры, то есть то, что присуще обычно бывает государством полноценным. Конечно. И вот эта структура сейчас, существует ли она? Вот какой мы можем дать ответ на это? Смотрите, эта структура существует, ее никто не отменял. И в соответствии с... Вот почему я говорю о преемственности? Потому что мы должны исходить из тех документов, из тех положений, из тех, скажем, нормотворческих наших документов, которые регулируют наши все взаимодействия, взаимоотношения. Что вы вначале сказали про местные региональные меджлисы, вы сказали про о самом меджлисе, о Курултае. Но ведь тут еще есть Центральная избирательная комиссия, Курултая ревизионная комиссия. Еще в 2007 году я был одним из инициаторов, чтобы мы создали и расширяли сеть самоорганизаций. Это и суды, да, в контексте именно в пределах украинского законодательства. В том числе мы говорили и о этой экономической палате крымских татар, пенсионном фонде и так далее. То есть мы пытались развивать, потому что моя диссертация как раз была посвящена самоорганизации коренного народа именно для того, чтобы насколько представить. И по сути дела мы, несмотря на то, что де-юра ни Курултай, ни Меджлис до 20 марта 2014 года не был официально признан, де-факто его признавали все. Его признавали и президент Украины, его признавали политические силы, которые пытались заключать договора. Один из договоров был между Народным рухом и Курултаем о политическом сотрудничестве, и в том числе дипломаты различных стран. И поэтому, когда мы говорим об органах самоорганизации, о представительных моментах, нам очень важно понимать, насколько представлен народ. И вот когда проводились выборы в Курултай, вот разные периоды, ведь в разные периоды выборы были, во-первых, двухэтапные выборы через систему выборщиков. Да, такая процедура существует, допустим, в Соединенных Штатах Америки, но в нашем случае до 2013 года это выборы в Курултай, а выборы в региональные местные меджлисы до 2010 года. Эти процессы, они были немного далеки, потому что сам механизм и через выборщиков он был намного проще. Это и финансовые затраты, это и когда мы говорим о легитимности органа, особенно представительного, мы всегда должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей пришли и выбрали этот орган, участвовали в выборах. Тогда таким образом мы говорим о том, что мы действительно имеем право иметь представительские функции.
И поэтому, вот, допустим, если мы возьмем последние выборы, это уже были прямые, и я скажу, не так просто решался этот вопрос на Курултае. Я был одним из инициаторов того, чтобы выборы были прямыми, то есть непосредственно, чтобы люди приходили не через выборщиков, а на избирательные комиссии, участки и могли проголосовать. И тогда мы все-таки впервые провели, кроме того, мы постарались привлечь внимание наблюдателей, чтобы у нас извне были заключения о том, что выборы прошли демократично, были демократическими, и в них не было грубых нарушений. И тогда мы смогли привлечь АйРА, это Международный республиканский институт, и Комитет выборцев Украины, достаточно авторитетная организация, которая занималась в том числе и мониторингом выборов государственных в Украине. И для нас очень было важно заключение и Международного республиканского института, и КВУ о том, что выборы состоялись, они были демократичными, и что, соответственно, Курултай, он имеет право быть легитимным и представленным. И мы помним эти выборы, те, кто, в самом случае, помнит 2013 года, они проходили на протяжении нескольких месяцев. В них принимало участие достаточно большое количество крымско-татарских общественных организаций. Фактически ни у кого в Курултае не было абсолютного большинства, и Курултай достаточно плюралистичный, да, так же, как и любой парламент демократической страны. Понимаете, нам важно, вот если даже в соответствии с законодательством Украины о выборах, там, если несколько человек выйдут на выборы, они состоятся. Для нас же важно было в условиях отсутствия государственности собственной, но для нас важно было, чтобы вышло как можно больше избирателей, то есть голосовать люди избирательного возраста. Во-вторых, у нас всегда были выборы смешанные, то есть у нас были общественные организации крымско-татарские, которые регистрировались, соответственно, регистрировали свои списки, а также мажоритарные округа, где непосредственно уже могли регистрироваться те или иные я помню, кандидаты. 50 человек избиралось по спискам и 200 человек по мажоритарным округам. Да, это традиция. Мы хотели 50 на 50, но у нас этого не получилось. Но, опять же, мы боялись того, что действительно мы пока находимся на этапе таком, да, и поэтому даже 50 мест для общественных организаций, потому что, обратите внимание, для того, чтобы принимали активно люди на выборах участие, для этого, особенно последние, если выборы мы возьмем 2013 года, то здесь важна была роль АТР, где мы находимся, потому что постоянная информация, агитационная работа, информирование людей, дебаты. Вспомните, были дебаты, когда мы с помощью телевидения давали информацию, как заполнять бюллетени, какие бывают бюллетени и так далее. Это ведь целая огромная процедура, это работа. Продолжим. И вы все-таки вас пытаюсь заставить на вопрос о состоянии пациент скорее жив или мертв сейчас, но прежде у нас есть включение из Крыма по скайпу, напрямую связи с нами главный редактор газеты «Крым» Пермамутов Бекир Аха. Хош келдіңіз. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Меселені білесіз, біз бір зор меселені музакире etmeye başladık. Bu milli organların canlandırması ve birkaç teklifler peyda oldu. Arsen Jubadilov bu studiyada teklif etti. Kırımda kurultayınız yanıdan saylamağa. Çünkü Arsen'in aytkanına göre Rusiya Meclisi'ni yasakladı ama kurultayını yasaklamadı. Kurultayga yasak yok. Onun için kurultay saylalarını geçirmeye imkan var gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu hakkında? Bakınız, bu vaziyet değişmesine hepimiz duacımız ama o ne kadarga sozulacak onu Allah bilir. Onun için biz de ne kadarga bu vaziyet sozulsa kurultayın eski terkibi o kadar da saklansın desek bu belirsen biraz yanlış fikir. O için gençlerin teşebbüsünü ben doğru sayam. Zaten mesele bu sayıların yarın başlamak hakkında durmuyor. Bu çok mürekkep, çok ağır cireyan olacak. Eğer de bugünkü vaziyet saklanacak gibi olsa 2013 senesi sayılar oldu da endi Yanukovych devrinde kolay geçmedi. Lakin onlara bakkanda evet şimdi vaziyet defalarca siz aytkanday tek mesele tek meclis yasak etilgende değil. Aslında bizge evet mümkün derecede ayak çalınacak. Endi laf olgan edi. Onlar evet Amerika Koşma Ştatlarının sayılarına kirişken son ne kurultayın sayılarına kirişmezlerim. Yengilikle onu
bozmağa tırışırlar ve teessüf ki buna erişebilirler. Onun için bu hakikaten de ciddi mesele her taraftan öğrenmeli ve en evvela elbette bundaki cemaat buna hazır mı yok mu? Lakin şimdi meselenin koyulması pek doğrudur. Çünkü 2 yıldan son bu 13 senesi sayılan kurultayın endi 2 müddeti geçecek. 10 yıl olacak endi. Onun için evvelden bu şeyler düşünülse bu cemaatin hazırlığı birinci növbette psikolojik cihetten, siyasi cihetten yani bu zalimliklerine bakmadan, yasaklarga bakmadan hepsi bir düşünmeye nasıl biz ne yapabiliriz? Evet bunda bizim IT bu teknolojiyalarının uğraşan bizim gençlerimizin rolü belli büyük olacak. Onlar ne teklif edecek? Biz bu bizge yapılacak yasaklar, maniaların nasıl onlardan nasıl geçebiliriz? Onlara karşı biz ne gösterebiliriz? Bu elbette bu da siyasi çeşit bu takiplerden gayrı. Onun için bunu hepsini düşünmeye çok zarur, gerekli, aktüel men desayam ve biz de teessüf ki bunda bu özümüz toplanıp bu meselenin daha müzakere etmedik. Elbette bundaki yaşayan cemaatha, bundaki faallerge, bundaki meclis adaları, kurultay delegatlarına da çok şey elbette bağlı olacak. Herhalde bunu düşünmeye, o termik yolların, teknolojiyalarını her taraftan hazırlamak bu gerekli cereyan. Bunu yapmaya elbette başlamaya mutlak dep sayar Osman Bey. Bekir Ağam, biz mesela bu kurultay, şimdiki mevcut kurultay hakkında laf edecek olsak, mevcut kurultay da 2003'ten beri toplanmadı da, yani çare yok idi toplamağa. Bir kere işte bir imkan peyda oldu 2018'de endi bundaki meclis kurultay delegatlarının hazırlagan vaqtda işte 3'ten biri 75-76 yanılmasam. Bu konferensiya oldu. O vaqtda. Evet çünkü Nizam bakanda gerek yok idi. Evet, yarısından ziyade toplanmağını için bu konferensiya sayıldı. Yani 3'ten biri toplandı. Onu gördük ama kurultay demegi işte tilmi saylanmay bu şekilde. Şimdi sizce ne? Eski kurultayını mı mesela Zoom, Skype meselesini canlandırmak mümkün mü yoksa yanı kurultay saylamasına bütün güçlerimizin vermek gerekmez mi? Bu iki işinde paralel etmeye gerek. Elbette kurultay delegatlardan bu onların boynuna olgan mesuliyetin kimse daha çekip almadı, öyle beyanat yapılmadı. Onların ben bilesem onların de çalmak gerek, celp etmeye, onların bak tutmaya, soramaya, onların ne diyeyim işte bilmegi aslında onlar biz bilemiz ki meclis terkibinden bile bu hakimiyet tarafına geçip ve devlet strukturalarında çalışanlar var. Onun için bu taraftan saflarımızın öğrenip teessüf ki ne diyeyim işte bu devir içinde bu dünyanı terk etken arkadaşlarımız da var. Yani biz bu ne diyeyim açık biz özümüzün aramızda biz nege siz meselenin doğru koyasınız. Nege hazırmız? Bu insanlardan kimler koşulacak bu kurultayın ötkerivine? Bu bir mesele ve onlar men sayam onlar birbirinden bağlı. Elbette belki de teraziye koyganda bu ikinci mesele bu endi işte oldu olacak. Bu endi biz bilmem ne kadar bizim safımızdan endi çeşit sebeplerine göre ve çeşit alda çetleşti. Onun için elbette ben bilesem en mühim mesele olacak düşünmege. Kendi de tekrar aytam en evvela böyle bir tekniki cihetten ne aytacaklar bizge? Bekim değerler bilesiz mi? Hiçbir çare yok. Bekim böyle izahat ve hulasa olur. Onun için elbette aslında tırışmağa ve bunda ne diyeyim işte o bunda çeşit siyasi tesir vasıtaların işletmege
Украинанки олам, халқара жематшылығын, Birleşken Milletler'in olam. Ve айтпаға, мына бізге келеді, біздің өзіні идара еткен milli kurumlarımızın canlandırmağa imkan vermeliler. Bunu da bir takipin, total takipin bir misali olarak getirmeye ve ilah bu şeylerin hepsini tabii ki ben Çok sağ olun Bekir Hanım. çalıştırmaya gerek. Sağ olun, anladım. Fikrinizin bu paralel mesele hem eski kurultayını canlandırıp hem de yanı kurultayını sağlamasın teşkirip anlamağa nasıl yolun gitmeye sağ olunuz. Bağda Kırım'dan Kırım gazetinin baş muhariri Bekir Mahmut bizden bağlandı. И на русском Я немножко скажу. Да. Вы, насколько я спойлерю сейчас, вы вообще противник выборов нового Курултая, Смотрите, да? давайте мы разделим. Давайте мы разделим не то, что противник или не противник, и вообще просто мы разделим две вещи, да? Первое – это проведение выборов на нового созыва Курултая, У нас сейчас либо какого созыва усиление, у Курултая? нас сейчас Седьмого? шестой созыв. Сейчас шестой Созыв, да. Или усиление органов самоорганизации, которые есть сегодня. Вот теперь давайте по поводу новых выборов. Что такое выборы? Выборы – это ведь не только голосование, которым можно воспользоваться условно во время с помощью современных IT-технологий. А ведь выборы – это создание участковых комиссий – раз, это выдвижение кандидатов – это два, это регистрация политических сил – это три, общественных организаций. Четвертое – это агитация, чтобы я не случайно говорил о том, что для нас важна легитимность, это большее количество участия наших избирателей. Потому что если 5 человек завтра в онлайн проголосуют, это не есть представительный орган. Создавайте общественную организацию, идите работайте. Я думаю, что и поэтому, и потом только уже само голосование и, соответственно, подсчет голосов. Правильно Бекир Ага сказал о том, что если даже в американские выборы смогли вмешаться, и то, вы понимаете, Соединенные Штаты Америки и крымско-татарский народ. С другой стороны, большая часть избирателей крымско-татарского народа где проживает? На оккупированной территории. Кроме того, если мы говорим уже о выборах, я уже на протяжении 3 или 4 лет на различных международных площадках, в первую очередь это ОБСЕ и ООН, у которых есть мандат такой, я неоднократно выступал, что крымские татары лишены права избирать свои органы самоуправления. И это нарушает ряд статей Декларации ООН о правах коренных народов и ряд других, там и конвенций и так далее. Таким образом, я призывал и ОБСЕ, и ООН содействовать тому, только под наблюдением или при содействии ОБСЕ или ООН мы можем провести такие выборы. В другой, какой-либо вариант он не подходит. Потому что мы должны это четко понимать и смотрите, ведь ситуация за все эти 7 лет. Как вы думаете, Российская Федерация хотела взять под контроль представительные органы? Я вам отвечу, хотела. И были попытки. Были попытки, когда первично пытались договориться с Меджлисом, перетащить на свою сторону. И в 2014 году это были достаточно сложные процессы. Вот это сложные процессы, а не то, чтобы заявлять о том, что якобы сложный этот. Далее были попытки, в том числе, когда в соответствии с регламентом Курултая и положением о выборах созвать Курултай и, соответственно, объявить выборы может 1/3 делегатов. Вы думаете, не были попытки собирать подписи для того, чтобы инициировать потом выборы Курултая? Именно это было и в 2015 году, в 2016 году. Это сорвалось, не получилось. Потому что достаточно высокое политическое сознание наших делегатов Курултая. Третий момент, когда в итоге, вспомните, пытались россияне заменить мусульманский так называемый Курултай, который проходил очередной, и подменить светским Курултаем, то есть тот, который имеет функции, именно представительские функции. Вспомните, российские СМИ вовсю там пытались преподнести, после того, когда был переизбран Эмирали Аблаев на мусульманском Курултае, они пытались напичкать своими людьми и таким образом пытались преподнести. То есть борьба за представительство, она будет продолжаться. И Российская Федерация на всех международных площадках пытается показать, что Меджлис не есть представительный орган, что крымские татары — это не коренной народ. Поэтому, когда мы говорим об этом, то мы должны четко осознавать и нести ответственность. А давайте тогда разделим теперь, когда мы говорим о втором вопросе, о втором вопросе усиления самоорганизации. Вот теперь здесь это другой и очень важный вопрос, он болезненный вопрос. Он важный вопрос в том, что, а как сделать так, чтобы Меджлис работал более эффективно?
как сделать так, чтобы делегаты Курултая работали более эффективно. На самом деле на местах люди, многие в большинстве своем все-таки сохранили и действительно относят себя и к делегатам Курултая, и к местным меджлисам и так далее. Другой вопрос, мы понимаем, если они будут говорить, что они члены меджлиса, то вы в начале передачи сказали об этом. Поэтому были ряд предложений. Да, вот как раз-таки созвать Курултай онлайн сегодня можно. Сегодня технологии позволяют. И не Zoom, а совершенно другие программы. Я изучал эти программы, и я участвовал в подобных мероприятиях, где, сидя на месте, можно проголосовать, и соответственно, появляется, вот как в Верховной Раде, табло, и там голосование все показывает. Но здесь есть ряд моментов. Вот теперь ряд моментов других. Во-первых, для того, чтобы сессия Курултая состоялась, должно принимать участие не менее 2/3 делегатов Курултая. Это первое. Мандатная комиссия должна подтвердить этих делегатов Курултая. Электронно это можно сделать. Но другой момент. Средний возраст сегодня делегатов Курултая как раз-таки тех людей, которые не могут быть не все пользователями свободными именно вот этих технологий. Это раз. Во-вторых, делегаты Курултая у нас не только представлены центральными городами, но и в том числе и отдаленными селами и так далее. И поэтому не у всех есть нормальный доступ к интернету. Это два. А третий, то, о чем было сказано, а здесь как раз-таки в том числе может быть тоже вмешательство в внешние структуры. Ну, мы понимаем, вы понимаете, о ком я говорю. Кроме того, есть спецслужбы Российской Федерации. И голосование, одно дело, человек участвует на Курултае, там, допустим, в Бахчисарае, или участвует в Киеве. И поэтому, если, ребята, когда мы говорим либо о выборах, либо о процессах, вы хотя бы поезжайте тогда в Крым, организуйте там какую-то агитацию, и я посмотрю, что дальше будет происходить. А те люди, которые находятся в Крыму, они реально пытаются работать, но это уже другой вопрос. Мы пытались каким-то образом самоорганизовать или усилить работу, и учитывая то, что на сегодняшний день состав Меджлиса, Меджлис есть. Мы признаем, что часть членов Меджлиса, они стали коллаборантами. И на основании этого их действия были приостановлены, поверьте. И только конференции Курултая, которую вы вспоминали 2018 года, было опять же рекомендовано Курултаю их, скажем, исключить. А дело в том, что мы, как члены Меджлиса, мы не можем, это избирательные органы, и поэтому выборные органы, и поэтому мы не можем их исключать полностью. Мы их приостановили. При этом мы исходили из следующего. И мое было предложение следующее. На данный момент нам необходимо провести ревизию. Чего может сделать, во всяком случае, Центральная избирательная комиссия, ревизионная комиссия, плюс мандатная комиссия, сколько у нас живых делегатов Курултая. Я имею в виду реальных делегатов Курултая. Потому что за это время десятки делегатов Курултая реально умерли, физически умерли. Ряд делегатов Курултая на самом деле просто отдалились, дистанцировались. А ряд делегатов Курултая, может быть, и стали сотрудничать, в том числе с оккупационной властью. И поэтому для нас важно, чтобы Центральная избирательная комиссия мандатная подтвердила то количество, и от того количества оставшегося тогда можно было бы, и не только онлайн, но в том числе и в Киеве, провести сессию Курултая, но в соответствии с положением, в соответствии с регламентом Курултая. И только тогда, когда есть кворум, можно, соответственно, выбирать или довыбирать, или подтверждать полномочия председателя, или, скажем, членов Меджлиса. И поэтому в этом плане мы четко должны отрабатывать. Первый заместитель Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял, который включается к нам тоже по скайпу из Крыма. Хош келдиңиз, Нариман Бей. Салям алейкум, достлар, Эскендер Бей, Осман Бей. Сразу вашу позицию. Я не знаю, насколько вы связаны обязательствами чатом хаоса по воскресной встрече в Меджлисе крымско-татарского народа говорить, что можно говорить, что нельзя. Личная позиция Наримана Джиляла возрождать то, что возрождаемо ли вопрос, это нынешний состав Курултая, и в более широком контексте в тотальное переизбрание всех органов местного самоуправления в нынешних условиях оккупации. Я сразу скажу, что в анонсированной встрече я участия личного не принимал, но позиции мне примерно известны. Мы обговаривали с рядом участников этой встречи эти разговоры, и в большей мере я здесь соглашусь и с Бекиром Мамутовым, и Эскендером Бариевым, моими коллегами, в том, что на данный момент отсутствуют условия для проведения полноценного избирательного процесса. К сожалению, это так.
слишком большое количество рисков. И те люди, которые организовывали и выборы делегатов Курултая еще в 2013 году, прекрасно знают, какие это колоссальные трудности даже вот в свободное время на свободной территории. И сегодня, ну, позвольте, когда Украина дискутирует по поводу того, проводить ли выборы и как, и лишать ли там избирательного права тех, кто на оккупированных территориях Донбасса проживает, а мы вот тут почему-то хотим побежать впереди всех и что-то изменить. Но я сторонник того, что эти вопросы можно обсуждать, нужно обсуждать, привлекать их к обсуждению все заинтересованных молодых или седовласых лиц и, в принципе, на перспективу думать и закладывать какие-то позитивные тенденции, вещи обязательно нужно. Более того, Эскендербей об этом прекрасно знает, да и все люди, которые в теме, что и до 2013 года, и после разговаривали, вели очень серьезную работу по реформированию органов национального самоуправления, где колоссально новые вообще для нашей системы вещи обсуждались, в том числе вот в 2013 году была реализована впервые прямая избирательная система не через выборщиков. Нет, это мы обсудили, Нариман Бей. Это понятно. Я позволю себе вас тогда прервать. Я сейчас замечаю в этом разговоре небольшое противоречие. С одной стороны, аргумент противников проведения выборов — это умение России вмешиваться в избирательный процесс и брать под контроль, не говоря о том, что крымские татары полностью находятся практически полностью, да, кроме небольшой части, которая на свободной территории материковой Украины находится в оккупации, и, соответственно, ну, как минимум 4/5, да, 80% делегатов должны избираться от оккупированной территории, от Крыма. Но сами же вы вспоминаете в разговорах о том, что даже в советское время, во времена работы инициативных групп, удавалось собирать при той репрессивной машине Советского Союза подписи под наказом народа, которые собирали, я не помню, 20 тысяч, 60 тысяч. Но это разные вещи. Подождите, петиционные кампании, я думаю, и сейчас вполне они реальны. Если мы берем, там, допустим, какую-то проблему в Крыму, и, соответственно, с этой, будь то экологическая или еще какая-либо, это петиционная кампания. А мы говорим о институтах представительных, и поэтому здесь ни в коей мере этого сравнивать нельзя. Почему я и вспомнил или привел инициативные группы? Там совершенно другая структура была. А здесь мы самоорганизовались, мы представляем представительные органы. И эти представительные органы, извините, они должны проходить все этапы демократических выборов для того, чтобы их признавали все международные структуры, и в том числе украинское государство. Мы сейчас понимаем, что речь упирается еще в технологию и в ресурсы. Понятно? И прежде всего в человеческие ресурсы. Мало кто готов об этом говорить, что даже если будет принято решение вдруг каким-то образом, по какой-то технологии, какой-то совершенно сумасшедшей электронной или почтовой, или растянутой во времени на границе, где можно будет, пересекая, голосовать, мало ли какая система может возникнуть, мы понимаем, что нет человеческого ресурса для технической организации этих выборов. Но даже мы привыкли говорить об этом в контексте выборов в европейских странах, где все выборы проходят в долгий избирательный процесс, и все происходит в один день. Есть другие избирательные системы, и даже Конгресса Соединенных Штатов Америки, где обновление каждого созыва происходит не тотально одновременно, а происходит со временем. Например, Сенат обновляется на 1/3 каждые 2 года, если не ошибаюсь. Такая система. Ну, да? Допустим, в Чехии там есть Сенат, и там есть Палата представителей. О чем я говорю? Возможно ли рассмотр этапного обновления Курултая для того, чтобы он заработал, для того, чтобы 2/3 могли начать работать? То есть такой эдхоковский вариант, когда 6-й созыв не полностью исчезнет, но 7-й возникнет, когда, условно говоря, ресурсов хватило сегодня провести выборы в Алуште, через месяц ресурсов хватило провести и защитить эти выборы, в конце концов, там, в Харасу-Базаре, в Белогорске, и таким образом за год-два выйти из этой ситуации. Вот вы мне ответьте на вопрос, как можно провести белогорские выборы, к примеру? Вот как? Давайте исходить из нескольких моментов. Во-первых, первая проблема той позиции, которую вы как бы моделируете. Первое — это то, что все эти изменения нужно ввести в нормативное поле. Конечно. Сделать это может исключительно Курултай. Мы в 2018 году попробовали, ситуация на данный момент еще более ухудшилась. То есть собрать
Курултай и принять эти изменения, а потом по ним действовать вот по модели той или иной, это первая трудность. Я не говорю невозможность, я говорю, это очень серьезная трудность, и надо это все просчитывать, сидеть и так далее. Мы делали пробный такой шар, когда после конференции одно из решений конференции касательно вот фиксации существующего положения, мы собирали подписи делегатов под ним и смогли собрать около 125 подписей, то есть вот это необходимое большинство. Но с тех пор, это уже вот несколько лет, ситуация тоже поменялась. Кто-то больше боится, кого-то с нами, к сожалению, уже нету и так далее, и так далее. Но второй момент, еще более глобальная угроза, очень серьезная угроза, это когда мы в несвободной ситуации, на оккупированной территории проводим выборы. Меня больше беспокоит не то, что здешние власти будут препятствовать этим выборам, а наоборот, то, что они дадут отмашку активно в них участвовать. И какой Курултай, с какими делегатами вы на выходе получите, и эти делегаты, какие решения будут, не в том ли стиле, как вчера Айдер Исмаилов, сделать заявление, принимать решения и так далее. То есть вот об этом нужно тоже думать. То есть несвободная ситуация, оккупированная территория, она может породить несвободный, нездоровый Курултай. Да, если проводить выборы вот в этой ситуации. Это самое главное, на мой взгляд, угроза. Не технологии, не процесса, а именно вот этот фактор. Тогда мой вопрос к вам обоим. Все-таки Центральный Меджлис и его лидер, и предыдущий лидер, которого называем лидером крымско-татарского народа, многолетний Мустафа Джемилев, и часть все-таки активных членов Меджлиса находится здесь, и фактически это может дать контроль над самим процессом проведения, да? Над процессом утверждения списков избирателей, над процессом списков уже политических сил, которые будут принимать. Возможно, ad-hoc'ом надо принимать решения и другие, например, отказа от мажоритарной системы, которая подвержена больше влиянию, а перехода максимально на пропорциональную систему, которая позволит на материковой свободной части проконтролировать и уменьшить влияние Российской Федерации на результаты такого выбора. Но здесь, смотрите, я еще раз хочу повторить то, что, в принципе, сказал Нариман, да? Есть процедурные моменты. Процедурные моменты, когда есть положение о выборах, которое должен поменять только Курултай. И, соответственно, должны подтвердить или избрать новую Центральную избирательную комиссию. Никогда Меджлис не занимался выборами. Меджлис только и местные региональные меджлисы, они обеспечивали технически организацию выборов, но не вмешивались в процесс, потому что выборы организовывала Центральная избирательная комиссия Курултая. И ни Бариев, если его не изберут Центральную избирательную комиссию, ни Чубаров, ни кто другой не могут вмешиваться в этот процесс. И поэтому здесь мы, опять же, когда говорим о таких вот технических моментах, они и создают определенные сложности. Ведь нужно, чтобы в первую очередь там принял решение Меджлис о созыве Курултая, о том включил повестку дня. В повестке дня должен собраться кворум Курултая, должны внести изменения. Даже то, что говорите вы там выбирать там по каким-то новым там технологиям или методам, в том числе там с IT-технологиями и так далее. То есть это все должно быть урегулировано соответствующими положениями. Ну и я еще раз тоже поддерживаю Наримана в том плане, хочу обратить внимание, ведь я не случайно в середине нашей передачи сказал о том, что были попытки взять под контроль и Курултай, и Меджлис, и Нариман не даст мне соврать. И я не исключаю, что и сегодня есть определенные какие-то попытки и планы. И поэтому давайте мы сегодня, поднимая эту тему, не будем подыгрывать. Не будем подыгрывать тому, чтобы полностью дискредитировать тот еще более-менее работающий представительный орган, который воспринимается сегодня на достаточно высоком уровне в мире. Вы так сказали, более-менее. Кстати, поговорим тогда о более-менее работе. Насколько я помню, нет положения Курултая о возможности электронного сбора, да, Меджлиса, но тем не менее Меджлис для кворума сейчас собирается в том числе в электронном виде, и это все работает. Не, это разные вещи, подождите. Дело в том, что когда мы говорим о выборах, это целый политический процесс. Когда мы говорим о собрании членов Меджлиса, там уже регулирует положение Меджлисе. И положение которое должно приниматься Курултаем.
Положение о Меджлисе принимается Курултаем, Да. да. Но положение о Меджлисе, как раз-таки там четко прописано то, что кворум считается тогда, когда собирается, принимает участие на заседании Меджлиса не менее 2/3 членов Меджлиса. И, соответственно, уже какая форма, там в положении не прописано, через Zoom, или там, когда мы все собираемся в одной комнате и так далее. Поэтому, когда физически мы видим присутствие того или иного члена Меджлиса, когда мы видим, что у нас соответствует кворум, то мы имеем право принимать решения. У меня Другая форма, которую мы как раз год назад активизировали, это восстановили работу или перезагрузили работу как раз президиума Меджлиса. Вот как раз-таки президиум Меджлиса, он от заседания, от решения к решению Меджлиса может принимать решения. И, соответственно, у него есть такие полномочия. Я задам вам В соответствии с положением простите, о Меджлисе. возможно, вопрос немножко вам покажется провокационным в том смысле, что предыдущий год это был год пандемии, но вы оба 2 из 33 членов Меджлиса Да. крымско-татарского народа, 7 человек коллаборанты, насколько я понимаю, и они автоматически не принимают участие. Вот сколько заседаний Меджлиса было в 2020 году и сколько решений принято, о которых мы можем говорить, что это есть решение Меджлиса? Да, Нариман, Вопрос интересный, но, к сожалению, я говорить об этом не могу, и это вопрос безопасности моих коллег, и мы все это прекрасно понимаем. Именно поэтому в 2016 году, накануне буквально принятия решения о запрете Меджлиса российским судом, было принято решение Меджлиса о том, что мы фиксируем ситуацию такой, какая она есть, и мы передаем председателю Меджлиса полномочия, вернее, это и есть его полномочия, мы просто о них напоминали, принимать ряд решений, проводить какие-то встречи и так далее, и так далее. И долгое время Рифат Чубаров пользовался этим правом, созывая так называемый совет, куда входили и члены Меджлиса, некоторые делегаты Курултая, депутаты, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев и так далее. В скором времени мы понимали, что это не совсем, наверное, такая эффективная конструкция, и стали многие члены Меджлиса настаивать на том, что нужно оживить работу президиума, что, собственно, вот в конце 19 века, Багышларсес, у нас век, год, да, сейчас примерно равны. Было сделано, и теперь вопрос идет, знаете, как всегда. Осман, проблема не столько в формах, проблема в содержательной части. И суть заключается в том, как каждый из членов Меджлиса готов осуществлять свою деятельность, насколько председатель готов осуществлять функции контроля, функции многие управленческие и так далее. Здесь у нас всегда, в принципе, были проблемы, об этом Искендер может много рассказать, и любой член Меджлиса. Вот эту работу нужно поправлять. Об этом нужно много говорить, откровенно, и информационную работу, и многую другую работу. Ну, когда я задал вопрос, какие решения были приняты, о чем мы будем говорить, какое решение Меджлиса, мы как раз говорили не о форме, а о содержании уже. Для того, чтобы понять, какие решения принимаются на национальном уровне. Условно говоря, когда мы говорим, Украина не рассматривает, не принимает законы о статусе коренного народа, топонимии и прочее, мы не знаем, есть ли решение Меджлиса внести или уполномочить депутатов внести до такой-то сессии или до этой. Мы не знаем об этих процессах, мы не знаем об этих решениях. И рассматривает ли Меджлис такие вопросы? Здесь есть одна проблема, да? Почему вы не знаете? И действительно, я как член Меджлиса и как член президиума Меджлиса, я всегда должен подходить самокритично к этому вопросу, и поэтому я попытался и попросил, давайте разделим выборы от вопроса об усилении работы, да, самих органов, которые существуют. И действительно есть определенные проблемы. Хотя решения мы принимали, и они печатались в том числе. Другой вопрос, что если бы у нас допустим, есть действительно слабые стороны. Вот, допустим, сайт Меджлиса крымско-татарского народа, он не активен. Хотя я считаю, что это должен быть первоисточником
первоисточником вообще первоисточником вообще о проблемах крымских татар, о ситуации с крымскими татарами. Это критично, и я как член президиума Меджлиса также говорю, что это есть проблема, и ее нужно исправлять. И вы бы тогда могли бы на сайте Меджлиса крымско-татарского народа сейчас же прям загуглить и увидеть, не загуглить, а открыть и прочитать те решения, которые принимались. А на самом деле были у нас заявления, были обращения, мы готовили, я лично участвовал в разработке проектов таких решений и заявлений, поэтому это было. Другой вопрос, другая, на мой взгляд, слабая сторона, над которой нужно сейчас, нужно, конечно, усилить внутри, урегулировать эти процессы. Это и положение о каждом управлении, потому что управления немножко меняются. Это и положение о самом президиуме, потому что есть положение о Меджлисе, а президиуме нужно урегулировать этот вопрос. И это вопросы открытые, над которыми нужно работать. И действительно, это задача всех членов Меджлиса, задача руководителей управлений. И, допустим, есть ряд предложений, которые направляются в том числе председателю. Поэтому здесь, я вам даже больше скажу, совсем недавно делали исследования о деятельности Меджлиса и дали эту аналитическую справку, нам предоставили, где в том числе как раз-таки и были те замечания, о которых я сейчас сказал. У нас до конца эфира всего 1,5 минуты, и раз вы оба противники перевыборов, ссылаясь на то, что это вопросы безопасности и потери управляемости и перехода контроля под оккупационные силы Российской Федерации, прежде всего в случае проведения, тогда у вас по 40 секунд ответить на вопрос, каким образом, и попытайтесь оба ответить более-менее конкретно и технологично, можно возродить то, что, ну, если вы считаете, оно возрождаемо. Курултай, Меджлис, Нариман Бей, давайте начнем с вас. Ну, во-первых, я не противник выборов. Я с удовольствием участвовал бы в их организации и проведении, если мы найдем такую форму, которая нивелирует или минимизирует те угрозы, о которых мы говорим. Во-вторых, я считаю и всем моим друзьям, коллегам, молодым людям, с которыми я общаюсь и в Киеве, и в Крыму, я говорю, что помните традиции национального движения и не обязательно цепляться в своих пожеланиях за какие-то структуры, а проявляйте собственную активность. Не зря это раньше назывались инициативные группы. Проявляйте инициативу, и тогда мы сможем... Нариман Бей призывает призывать. Моя принципиальная позиция о том, что сейчас никаких выборов проводить в Курултай нельзя, потому что они нереальны, и мы подыграем нашему Нет, мы сейчас говорим, все, мы это поняли. Попытка возрождения, попытка возрождения сегодня, какая попытка? Это, конечно же, нужно усиливать работу действующего Меджлиса крымско-татарского народа, и я вам говорил о том, что каким образом нужно провести ревизию, усилить работу и, соответственно, привлекать к этой работе молодежь. Мы привлекаем, мы зовем. Вот все, кто хотят, то те приходят и работают. Я сам прошел все этапы от молодого активиста, и нас никто насильно не заставлял, мы всегда приходили и работали. Независимо от статуса, делегаты Курултая или нет. Я позволю себе такую ремарку, что я не услышал конкретных предложений по возможности реанимирования, прежде всего, системы Курултая. Думал, что члены Меджлиса как минимум предложат мотивационные ролики сделать о каждом члене Курултая, не знаю, каким-то образом придать публичности каждого делегата Курултая, и таким образом... Ну, давайте еще членов Меджлиса и дадим как раз туда... Эскендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Из Крыма был на связи Нариман Джелял, первый заместитель председателя. Это был Прайм на телеканале НТР. Халнас Бустен.